Эфир телеканала «Якутия-24» продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах к этому часу. Иномарка влетела в самосвал на федеральной дороге Умна в Схангаласском улусе. Новые подробности происшествия. Оставаться дома до получения результатов анализа на ковид. Вступило в силу постановление главного санитарного врача России. Столичный дом музыкантов отмечает второй день рождения. Наш корреспондент окунулась в атмосферу творчества. Один человек погиб в результате ДТП возле села Улаханан в Хангаласском районе республики. Об этом нашему телеканалу сообщили в пресс-службе Минздрава региона. По информации скорой помощи, погибший был в машине один, сказали в министерстве. Ранее в соцсетях распространилась информация о происшествии на федеральной дороге Умнас. Сообщалось, что автомобиль Toyota Fielder врезался в заднюю часть самосвала и съехал с трассы. Всемирная организация здравоохранения выразила готовность помочь в продвижении российской вакцины «Спутник В». Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге сообщил об этом на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в Москве. Клюге также попросил передать слова благодарности Владимиру Путину за его выступление на Генеральной ассамблее ООН, в котором заключается призыв к укреплению потенциала ВОЗ и снятию преград для партнерства стран в сфере медицины. В свою очередь Мишустин отметил, что Россия готова к конструктивному диалогу в интересах совершенствования системы международных медико-санитарных правил. Я искренне хотел поблагодарить президента Российской Федерации за прекрасное выступление вчера на Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций и такую сильную поддержку ВОЗ. Для нас это очень-очень важно. И, пожалуйста, скажите президенту, что у вас также есть верный друг в Европейском бюро ВОЗ в Копенгагене. Мне очень приятно встретиться с вами. Это мой первый официальный визит в страну в качестве регионального директора. И это знак моей твердой приверженности расширять сотрудничество Российской Федерации на национальном, региональном и глобальном уровнях, включая продвижение русского языка, расширение огромной работы ВОЗовского офиса по неинфекционным заболеваниям в Москве, благодаря вашей поддержке, увеличение, как мы уже обсуждали с доктором Мурашко, российского опыта и российского экспертов ВОЗ, тоже очень важно. И обязательно продвижение огромной работы над вакциной COVID-19 как «Спутник В». Вернувшихся из-за рубежа россиян обязали изолироваться до получения результатов теста на COVID-19, до получения результатов лабораторного исследования на коронавирус методом ПЦР. Необходимо соблюдать режим изоляции по месту жительства или пребывания, говорится в постановлении главного государственного санитарного врача России. Граждане должны сделать тест в течение 3 дней с момента пересечения границы страны. Кроме того, теперь работодатели должны информировать таких работников о необходимости соблюдения режима изоляции до получения результатов теста. Документ вступает в силу сегодня. Современное медицинское оборудование на сумму около 70 миллионов рублей закупил Минздрав Якутии для Нерюнгринской центральной больницы с начала года. Сегодня готов к эксплуатации очередной объект – система снабжения медицинскими газами. Подробности в материале Ирины Кичигиной. Ряд отличительных особенностей дистанционно управляемого стола-штатива, изменяемая высота деки над уровнем пола, дополнительные приспособления для фиксации теперь делают проводимые исследования в области рентгенографии комфортными и удобными для пациента. Телеуправляемый рентгенодиагностический комплекс с функцией рентгеноскопии в Нерюнгринской ЦРБ уже работает, а на месте модуля медицинских газов заканчиваются монтажные работы. Установка оборудования кислородной станции началась 21 сентября и была сделана в кратчайшие сроки. Для монтажа были приглашены подрядчики из Москвы, которые в деталях знают, как происходит выработка кислорода для подачи в медицинские корпусы. Компрессор вырабатывает воздух в бан, в абсорберы. В абсорберы специальные капсулы, которые отсеивают
ну, в сжатом воздухе есть, да, и озон, и все отсеивает, и идет 98% кислород по отдельной магистрали уже в корпус здания, в больницу, на точки. Оборудование заведено в корпус инфекционного отделения. В нем установлены 35 точек, которые могут обслуживаться одновременно. Всего же компрессорно-кислородная станция рассчитана на 150 единиц подачи кислорода. Данное оборудование позволит проводить кислородотерапию для больных с новой коронавирусной инфекцией, ну, в том числе и другим пациентам, что позволит нам существенно сократить сроки пребывания пациента, улучшить исход заболевания и повысить качество лечения данных пациентов. На сегодняшний день в Нерюнгри пришли новые аппараты ИВЛ, пульсоксиметры, электрические аспираторы и другие единицы техники для улучшения качества обслуживания пациентов, находящихся на лечении в отделениях больницы. Ирина Кичигина, Захар Головин, Нерюнгри. В управлении ГИБДД сегодня вручили ключи от новых автомобилей. Машины получили дорожные полицейские. Это стало возможным благодаря реализации национальной программы «Безопасные и качественные дороги» и федерального проекта «Безопасность дорожного движения». Отметим, что по данной программе в региональном ГИБДД в прошлом году поступили порядка 60 автомобилей. В этом году автопарк пополнят 37 машин. Часть из них прибудет до конца года, а их отправят в районы Якутии. Сегодня в торжественной церемонии вручения ключей от нового автотранспорта принял участие министр внутренних дел региона Владимир Прокопенко. Он отметил, что новые машины помогут в работе дорожных полицейских, и это положительно отразится на качестве проводимых работ. Также ожидается у нас приход в этом году, это более проходимые автомашины на базе УАЗ. Они будут распределены в сельские районы, где отсутствуют хорошие качественные дороги. Следует отметить, что данный автотранспорт ГИБДД, он оснащен всеми необходимыми техническими средствами для работы сотрудника. Там полный комплект необходимых инструментов, также оборудования для того, чтобы качественно нести службу на дорогах. Социальные выплаты и пособия в Якутии будут перечислять только на банковские карты системы МИР. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда региона. Получатели пенсий и иных соцвыплат на банковские карты должны оформить карту МИР до 1 октября. Необходимо обратиться в свои банковские организации и оформить такую карту. Далее предоставить реквизиты счета в Управление соцзащиты по месту жительства, сообщила министр труда и социального развития республики Елена Волкова. После 1 октября соцвыплаты на другие карты не смогут быть зачислены. Более 50 заявок поступило от Якутии на соискание премии «Гордость нации». Это всероссийская общественная премия за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России. Накануне завершился первый этап конкурсного отбора. В нашем регионе создана рабочая группа по координации соискателей премии с привлечением заинтересованных ведомств, органов, общественных организаций республики. Всего якутяне подали 53 заявки по 7 номинациям. В настоящее время экспертные комиссии их рассматривают, затем выберут победителей. Церемония награждения будет приурочена ко Дню народного единства. В республике появляется новый подход к созданию общественных пространств. Более высокие требования предъявляют к качеству выполняемых работ. Один из примеров – будущий сквер, посвященный 250-летию землеустройства в Якутии. Сейчас на месте находится наш корреспондент Юрий Осипов. Юра, приветствую. Чем примечателен новый сквер? Сергей, здравствуй. Будущий сквер находится на месте снесенного здания бывшей биржи труда. Еще 4 года назад здесь был заложен камень землеустроителями, который символизировал желание иметь свой сквер. Еще совсем недавно работы по скверу, казалось, были на стадии завершения, но сегодня мы видим, что уже установленные элементы благоустройства собрали обратно. Сейчас здесь стоит только памятник, но, как нам сообщили, и его будут переделывать. Это связано с некачественно выполненной работой подрядчика. В результате Департамент архитектуры республики предъявил требования по демонтажу и исправлению проделанной работы. Что же не устроило департамент, давайте узнаем у главного архитектора республики Ирины Алексеевой. И сегодня подрядчик производит работы по изготовлению
лавочек, урн и вот светильников, которые здесь будет, в том должном качестве, которое заложено, ну, и в техническом задании, мы ему предъявляем. Вот. Поэтому важно сказать, что сегодня, ну, как бы вот в 21 веке, ну, недопустимо принимать объекты ненадлежащего качества. И, как обычно говорят, дело в деталях. Новые подходы сегодня применяются по всей республике. Они не только помогут создавать новые качественные общественные пространства, но и заложить правила их правильной эксплуатации. Сергей, к этому часу у меня вся информация. Передаю слово тебе. Юра, спасибо. Юрий Осипов рассказал о новом общественном пространстве в Якутске. Благодаря сказкам, фольклору и народному творчеству осень в России ассоциируется в первую очередь с рябиной. Какие приметы с ней связаны, расскажет Олеся Васева. Рябина – осенняя красавица. Когда другие деревья уже отдали свои плоды, она только начинает наряжаться в багряно-красные грозди. Дерево это неприхотливое растет даже на севере, правда за полярным кругом превращается в кустарник. В Ульяновске рябина растет на каждом подворье, много ее и среди зеленых насаждений в скверах и парках. На станции юных натуралистов рябину еще не высадили, но планируют. Зимой разработают ландшафтный проект и, возможно, найдут место для яркой красавицы. Вообще это очень интересное растение. Оно в естественной среде может жить до 80 лет. Ее плоды люди используют в медицине, изготавливают из нее различные напитки, также делают варенье, пастилу и так далее. То есть она богата огромным количеством витаминов, поэтому обязательно после первых заморозков я советую собирать и употреблять. Именно после заморозков рябина приобретает сладковатый вкус и становится вполне съедобной. В свежем виде она даже ядовита. Но сейчас рябину в качестве угощения почти не используют. А вот наши предки собирали целый урожай. И делали это именно 23 сентября, когда верующие чтут память священнослужителей Петра и Павла, в народе рябинники. Но наделять рябину особыми магическими свойствами не стоит. Она, как и яблоки, и мед, и орехи, отмеченные в православном календаре, не более святые, чем другие продукты. Церковная жизнь, церковный календарь плотно переплетались с народной жизнью и народным календарем. И по самой связке церковного календаря с календарем народным, вот этим сельхозкалендарем, таким вот природным календарем, ничего плохого нет. До тех пор, пока люди не наполняют этот календарь такой мистикой, суевериями, то есть такой суетной пустой верой во всяких духов, всяких там водяных там, и так далее и тому подобное. Хотя с рябиной все же связано много поверий, как о защитнице от нечистой силы, верить в это или нет решает каждый сам. А вот народные приметы работают точно. Посмотрите на рябину в своем дворе. Если на ней осталось много ягод, ждите суровую зиму. В конце сентября, когда рябина празднует свои именины, в Якутии большая ее часть уже сбрасывают листву. Из осеннего убранства остаются только ярко-красные ягоды. Но не в этом случае. Кстати, ягоды рябины могут оставаться на дереве в течение всей зимы. Все будет зависеть от аппетита пернатых, ведь для них рябина – это зимняя столовая. Но для человека рябина – это проверенное антистрессовое средство. Достаточно просто прислониться к дереву спиной, закрыть глаза и подумать о хорошем. Олеся Васева, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь на канале Якутия-24.